команды. У нас есть понимание и надежда, что, допустим, создавая вот эту вот, например, вот первую команду на эти 2 квартиры, и, значит, будет стоять задача организации дневной занятости, возможно, каких-то реабилитационных занятий для ребят там проживающих. Мы абсолютно уверены, мы знаем, что к этой службе будут подтягиваться живущие рядом семьи с детьми, инвалидами, с молодыми людьми с инвалидностью. Ну, потому что им тоже нужна дневная занятость, им тоже нужна реабилитация, правильно? И если и там тоже там помощь психолога, может, тоже где-то нужна, потому что конфликты не всегда мы можем сами решить изнутри. Вот. И таким образом мы понимаем, что мы, собственно, в дальнейшем говорим о развитии специализированной районной службы, которая может не только решать вопросы вот именно помещения на сопровождаемое проживание, то есть это же такое, как бы, смена места жительства, это очень серьезно, да, но и уже поддержки людей, живущих просто рядом в районе, будь то в семьях, будь то индивидуально. И тогда уже мы можем говорить о сопровождении не круглосуточном, а вот именно там регулярном, там или периодическом, и людей, проживающих индивидуально. Но сначала нам нужно создать эту команду, а деньги нам дадут только если мы докажем эффективность. Так, понятно? Можно, я хотела бы услышать, Инна, вот общественная организация детей, родителей детей с аутистическим спектром. Инна, ты на связи, да? Алло? Алло? Ага, на связи. Да, слышно, да. Ага. Хотела бы услышать твое мнение, да. Вопрос. У меня там немножко техническую базу. Ладно, там еще дополнительно спрошу. По обслуживанию, по социальному обслуживанию на дому, да, вот, получается, что это как на месте проживания получается, не полностью как стационарное, да, вот, нахождение человека, а по месту его проживания, где он будет арендовать помещение, или это же как получается без прописки, и меня интересуют сроки. То есть в этом проекте, например, человек может сначала как для адаптации проходить курс на 3 месяца, или как там краткосрочный, или сразу на постоянной основе. Вот пока вот так вот, потом по ходу дела еще задам вопрос. Так, я услышал, на самом деле, по-моему, 4 вопроса в одном. Значит, во-первых, я услышал, что постоянное либо курсовое, второе, значит, в каких условиях предоставляются квартиры, вот это вот сопровождаемого проживания. Третье, значит, это по месту проживания либо как стационар, имеется в виду что? Уточните, пожалуйста. То есть там вы уточняли, то есть человек живет в своей квартире у себя дома, либо он переезжает в другое место, или что вы имели в виду? Ну, давайте я отвечу вот то, что я запомнил, то, что я понял. Значит, сейчас речь идет на начальном этапе о создании 2 квартир постоянного сопровождаемого проживания там. То есть речь идет о том, что в эти квартиры люди, которые нуждаются, то есть которые уже не могут у себя дома жить, которые нуждаются, по большому счету, вот на сегодняшний день в психоневрологическом интернате, вместо психоневрологического интерната могут получить возможность переехать в квартиру сопровождаемого проживания в Якутске. На одно там, ну, как вот мы говорим сейчас про 2 7-комнатные квартиры, значит, вот на какое-то из этих мест. Это вот то, о чем сейчас идет речь.
Это не тренировочное курсовое проживание, а это речь идет сейчас о постоянном проживании. То, что касается идеи с тренировочными квартирами, совершенно понятно, о чем идет речь, понятно, что это нужно, понятно, что вот, как бы в этом проекте это не вопрос начала этого проекта, это, возможно, вопрос развития этого проекта потом. Ну, наверное, не раньше, чем через год мы можем об этом подумать. Посмотрим, как сработает команда, которую мы создадим. Значит, за чей счет квартиры? На сегодняшний день это квартиры, ну, условно, их статус сейчас будет обсуждаться, но условно это что-то типа спецжилфонда. Спецжилфонд теоретически может формироваться из самых разных источников, как государство вкладывается, как какие-нибудь благотворители вкладываются, как, может быть, и родители. Там имеется в виду, допустим, человек, получающий право жить в спецжилфонде, там вкладывает свое жилье. Сейчас это пока вопрос, который мы даже пока не обсуждали. То есть вот на начало, на первый год, вот есть эти две квартиры, государство, республика в госсобственности дает, спасибо, это, слава богу, это для начала есть. А дальше, если, значит, мы увидим, республика увидит, что это эффективно, дальше будет думать, насколько это эффективно и какое жилье задействовать. Может быть, там новый квартал захочет кто-то застройщик построить, ему говорят, пожалуйста, вот, да, 5% квартир отдайте, пожалуйста, под сопровождаемое проживание. Как это будет решаться дальше. На сегодняшний день это вот государственное жилье бесплатно предоставляет. На каких условиях и как надолго? Ну, мы понимаем, во-первых, проект на 5 лет. Это уже немало. Мы понимаем, что мы берем ответственность за то, чтобы люди, если они нуждаются в этой помощи, если она эффективна, чтобы она не заканчивалась. Это все понимают. Вот. Поэтому я думаю, что эта история, как бы, это создание альтернативной формы помощи, которая должна прижиться, да, и стать нашей фишкой. Стационарозамещающей, да, альтернативой. Ответил на вопрос? Уважаемые родители, у вас еще есть какие-то вопросы? Можно вопрос? Да. Я сама из Сунтарского... Я сама из Сунтарского улуса. Сейчас являюсь студенткой пединститута якутского. Во время то есть дистанционного обучения приходится жить в съемном жилье. И как это можно, я хотела бы узнать, как можно получить помощь по этому поводу, я хотела спросить. Меня слышно? Слышно, да, но чуть-чуть не поняли мы вопроса. У нас сегодня тема, да, сопровождаемое постоянное проживание инвалидов с ментальными нарушениями. Ну ладно. Да, вот здесь был вопрос, да, почему не предусматривается медицинское сопровождение. Да. Да, речь идет о чем, да, сопровождаемое проживание инвалидов, то есть оно проживание в обычном формате, то есть как они сейчас проживают, вот вы как родительское сообщество, да, у вас же с вами в вашей квартире условно врач не проживает, да, нужен врач, идете в поликлинику, точно так же. Дети, ну, уже старше 18 лет будут жить в квартирах сопровождаемого проживания, нужен врач, и социальный педагог, и социальные работники, и психологи, все подключатся к решению данного вопроса. А постоянного круглосуточного сопровождения медицинского эта технология не предусматривает. Да, и еще, да, момент хотела вот сказать, Инна Валерьевна затронула тему именно тренировочного проживания.
Как вот многие знают, да, вижу много знакомых лиц, у нас с прошлого года началась реализация технологии сопровождаемого проживания именно на базе психоневрологических интернатов. И вот многие родители, да, родительское сообщество говорили, вот вы начали эту технологию, почему именно с психоневрологических интернатов, да, у нас дети растут, да, и их дальнейшее сопровождение, вот это тоже является одним из головных вопросов, да, и поэтому приезд Алексея Анатольевича мы все-таки связываем с большими надеждами, что именно в отношении тех детишек, которые выросли в семьях, но которые в силу своего возраста должны уже самостоятельно проживать под постоянным сопровождением. Идет речь сейчас об этом. Ага, сейчас вот Алексей Анатольевич меня дополнит еще. По поводу того, что вы называете медицинским сопровождением, наверное, речь идет о том, что ну, как бы наблюдение, в данном случае врача-психиатра, наверное, идет речь об этом, да? Вот, назначенные лекарства, возможно, лекарства, которые требуют там, если говорить там, да, то есть какого-то, да, контроля. Здесь этот вопрос, он поднимается у нас коллегами, такой как бы это отдельный вопрос, который по большому счету, вот, как мы видим у коллег, в каждом регионе находится какое-то свое решение. Где-то достаточно того, что действительно соцработник ведет строгий учет в тетради, таблетки хранит в сейфе. Где-то, значит, какие-то договорные отношения с поликлиникой, например, или с психоневрологическим диспансером возможны. Если возникнет этот вопрос, значит, вот по конкретному человеку, по конкретным лекарствам, то я уверен, что мы будем его решать, я уверен, что мы его решим. Как мы решим, пока не знаем, но если человек нуждается в лекарствах, он должен их получать, это понятно. Здесь ну, не похоже, что должна идти речь о получении медицинской лицензии для этой службы или там выделении какого-то там отдельного помещения для хранения. Понятно, что как бы не должно быть так. Это квартира, где человек живет. Вот. Есть разные, да, есть разные опыты в разных регионах, ну, вплоть до того, что медсестра при необходимости приходит и дает такие лекарства. Вот. Ну, вот будет конкретный вопрос, я думаю, что найдется решение. Есть еще вопросы? Вот я тоже видела вопросы здесь, у меня вот выскакивал. К сожалению, нет доступа к чату. Да, вот нет. То, что успевает выскочить, успеваем прочитать. Был вопрос о том, только ли в Якутске будут создаваться данные квартиры. Как Алексей Анатольевич отметил, это у нас, можно сказать, пилот, да, такой будет. А потом уже, если эта технология, она покажет свою эффективность, возможность тиражировать, да, то почему нет в других районах создать, да, такие условия? Вот у Алексея Анатольевича как раз общественная организация, она создала как раз в районных условиях, да, можно так сказать, в условиях небольшого поселения. И они проживают в частном же, да, секторе. В частном секторе у них организована дневная занятость. Наши условия жизни в республике, да, они тоже позволяют создать такие условия в районах. То есть сейчас, если все будет хорошо, мы это реализуем в Якутске, то почему не тиражировать в районах? Так, и вот здесь выскакивал сейчас вопрос насчет недееспособности, если оформлена недееспособность. Ну, на сегодняшний день, пока закон о распределенной опеке у нас не принят, мы действуем на основе того, что имеем. Опять же, в каждом регионе этот вопрос региональные власти решают по-своему. Какие мы знаем прецеденты?
Значит, начиная с того, что на самом деле человек, лишенный дееспособности, совершеннолетний, он не обязан жить вместе с опекуном. Опекуном может, например, остаться родитель, например, а жить он может в сопровождаемом проживании. Один вариант. Второй вариант, когда родитель уже в силу разных причин не может исполнять обязанности опекуна по каким-то причинам. Значит, есть такие варианты, они не очень, скажем, распространены, но вообще-то в данном случае орган опеки не обязан назначать опекуна. Он может функции опекуна нести и сам. Такое тоже есть. Вот. Ну, может быть, в исключительных случаях, там, ну, такое тоже есть. Значит, третий вариант. Ну, может быть назначено физическое лицо опекуном, не проживая вместе с этим человеком. Кто этим физическим лицом может стать? Ну, не знаю, родственник может стать. А может быть, вот на самом деле кто-то из членов, допустим, родительской общественной организации. Здесь я просто хочу, вот мы об этом сегодня уже говорили с коллегами, я хочу вам об этом сказать, что есть такое ощущение, что именно, скажем так, родительская ассоциация некоторая или общественная организация родителей детей-инвалидов, либо какая-то ассоциация родителей детей-инвалидов может являться именно тем объединением, которое больше всех в нашем социуме заинтересовано в том, чтобы люди, проживающие в сопровождаемом проживании, проживали достойно, чтобы помощь им оказывалась достойно. И некоторую такую функцию контроля за тем, общественного какого-то контроля, за тем, как же живут люди в сопровождаемом проживании, мне кажется, что, скорее всего, и в первую очередь будет естественным образом передано сообществу родителей детей-инвалидов. Потому что именно дети с инвалидностью рождались всегда. Бог так устроил этот мир, и они рождаются, и будут рождаться. И значит, и сообщество это, оно всегда будет. И как никто другой, эти люди, это сообщество будет заинтересовано в том, чтобы такая помощь оказывалась достойно и качественно. Возможно, кто-то из этого сообщества возьмет на себя обязанности опекуна и будет действительно посещать, следить. Вот. Такой вариант, да. И когда примут закон распределенной опеки, а его все-таки, наверное, примут, то, возможно, именно вот, как именно некоммерческая организация, там, ассоциация родителей детей-инвалидов некоторая, как раз и будет той организацией, которая будет выполнять обязанности опекуна и контролировать, как же живут ребята в сопровождаемом проживании. Значит, дальше, возвращаясь к сегодняшнему дню, ну, например, кто-то из руководителей той организации, которая, собственно, день за днем помогает ребятам в сопровождаемом проживании, мог бы взять на себя обязанности опекуна, потому что он рядом с ним каждый день находится, и, собственно, он ему помощь даже и оказывает. Такой вариант с органом опеки тоже можно обсуждать. Ну, какие-то такие варианты возможны. А еще есть вариант, может быть, что тоже не исключено, что пересмотреть для кого-то вопрос недееспособности в сторону повышения статуса. Такие варианты тоже, наверное, возможны. Огромное спасибо за информацию. Меня слышно, да? Вот. И вот тут, продолжая, наверное, вот вашу мысль о том, что некоммерческие организации могут частично взять на себя опекунство, и даже вот, наверное, из опыта, скорее всего, по России есть такой опыт, что общественные объединения оказывают некие вот именно услуги вот как раз по дневного, вот, как сказать, ну, реабилитационных, да, услуг, то, что дневной занятости, каких-то, ну, чтобы и социально-бытовые какие-то навыки пребывания, да, этим же общественное объединение, то есть я предполагаю, что данное учреждение будет бюджетное, то есть
также учреждения, как Министерство труда и социального развития нашей республики, да, но некоммерческий сектор, некоммерческая организация, вот те сообщества, которые у нас есть родительские, они могут быть в контроле, но не только в контроле, но быть участными к этому части социальных услуг выполнять. Это реально возможно же, и по России, наверное, есть такой опыт. Вот вы, например, благотворительный фонд же у вас Ростов, да, и вот непосредственно вот к вашему, вот по вашему опыту, как вот взаимодействие вот у вас такое идет, ну, вот именно с этим учреждением? Или это учреждение может быть вообще как автономная некоммерческая организация и вот получать какое-то субсидирование или как? Вот, ну, организационно вот такой вопрос. Ну, я услышал несколько вопросов. Один про дневную занятость, про дневное пребывание для тех, кто продолжает жить в семье, да? А второй вопрос про участие профессиональных организаций либо некоммерческих организаций в качестве поставщиков социальных услуг и взаимодействия. Правильно? Как бы два таких, значит, немножко разных вопроса, как я понял. Значит, вот возвращаясь к тому, что сейчас на этот год мы планируем создать вот эти вот 2 квартиры для постоянного сопровождаемого проживания. Создать вот этот вот костяк профессиональной службы. Да? И эта профессиональная служба начнет развивать свою работу в сторону взаимодействия по вопросам дневной занятости в местном сообществе, рядом, да, искать варианты, договариваться, куда и что. Если вот вы говорите про то, что да, действительно есть, значит, необходимость для того, чтобы человек, проживающий в семье с инвалидностью, имел возможность днем, ну, по сути, мы говорим про дневную занятость, дневное пребывание. Такая необходимость есть. Я думаю, что как раз вот в рамках, значит, работы, изучения возможностей в местном сообществе, организации дневной занятости, вот эта дневная занятость, она же тоже может быть разная. Может быть 2-часовая, 4, 7, а может быть и, значит, и подольше, для того, чтобы, допустим, члены семьи имели возможность выйти на работу. Да? Как нам удастся это организовать? Но это уже будет зависеть от того, собственно, что у нас получится, какие возможности в местном сообществе мы найдем, какой запрос от родителей будет. Вот. И есть еще один интересный момент, да, как на это будут реагировать сами люди, которым мы помогаем. Потому что, ну, у некоторых коллег наших есть такой опыт, что, допустим, вот там до обеда ребята пришли, допустим, в интеграционные мастерские на дневную занятость, вот до обеда там они активны, а после обеда они уже устали и домой хотят. Понимаете, такое же тоже может быть. Вот. Удастся ли нам таким образом их организовать их занятость, чтобы они имели возможность отдохнуть, домой не хотели и побыть там еще там, до 7, там, до 8 часов, это вопрос, не факт. Тут немножко можно уточнение, да? Давайте вот немножко пофантазируем и скажем такое вот, например, вот у нас 2 квартиры, вот это очень хорошо, материально-техническая база, финансирование там все есть, все хорошо там устроили. Я имела в виду по поводу того, что вот как раз профессионального сообщества, да, у нас же очень хорошие профессиональные вот родительские сообщества, я об этом имею в виду, да, например, я бы сказала, вот то, что сейчас вот Инна выступала, это особый ребенок, они вот в особенности очень профессионально знают в отношении детей с аутизмом, как с ними работать, что делать, да, вот, и получается, они могут в этом, то есть как некоммерческая организация давать свои услуги вот для, вот, ну, я так понимаю, что это будет бюджетное учреждение для начала, да, какая-то будет бюджетная поддержка, но как некоммерческий сектор профессиональный, вот, они могут вот принять участие вот именно как-то задействованы в том, чтобы они там вот психологическое сопровождение взяли на себя, да, вот
ну, ну как так, немножко понятно говорю или непонятно? Здесь вопрос про взаимодействие просто или про возможность финансирования этой работы? Возможность финансирования этой работы и взаимодействия, конечно. Ну вот в рамках этого проекта, который сейчас вот Внешэкономбанком финансируется, похоже, что про дополнительное финансирование, значит, вот вопросов, связанных с дневной занятостью и с реабилитацией, речь не идет. Но есть понимание, что вот эта служба, которая за эти вебовские, скажем так, деньги создается, да, понятно, что она будет работать на организацию этой дневной занятости. И понятно, что там станет вопрос, кто будет поставщиком этих услуг самых разных. И он, видимо, будет решаться просто уже не в рамках этого финансирования этого проекта, а в рамках взаимодействия с местным сообществом и с существующими государственными, в том числе службами социальными, образовательными, там, медицинскими, там, про реабилитацию, например, если там где-то мы говорим. Пока я на это совершенно точно не отвечу ничего. Вот. Это вопрос, который нам предстоит вместе решать, развивать, да, дальше. Ага. Так, Хорошо. есть еще Уважаемые вопросы? У нас подписчики, осталось 12 минут, да, ориентировочно. Очень хотелось бы услышать вопросы от родителей. Давайте я зачитаю, да, в чате, что поступило вопросы. Или Вера Петровна, вы? Вера Петровна, чат посмотрите, пожалуйста. Я вот чат смотрю, и вот по ходу же уже вопрос, в принципе, ответы же были получены, да? Но вот вопрос тут от Люции Анисимовой, это сообщество детей с синдромом Дауна у нас, да? Здравствуйте, служба будет работать только в социальных квартирах. Будет ли возможность сопровождения на дому при потере обеих опекунов в случае, если не попали по каким-то критериям в социальной квартире? Мест нет, и, ну и такое. Ну вы же тоже читаете, да, этот вопрос? Нет, они не читают. Мы прочитали, мы уже, да, мы уже научились здесь немножко. В этот год нет, в этот год такого не будет, но совершенно точно понятно, что помощь, если стоит угроза помещения в интернат, то выгоднее помочь на дому, скорее всего. Вот, поэтому, может быть, даже и да, почему нет? Ну, как бы, если, еще раз возвращаясь к тому, что если будет действительно вот обращение и будет зафиксировано комиссией, что этот человек в данных существующих условиях нуждается в помещении в интернат, но мы можем предложить в рамках пилотного проекта, значит, организовать ему помощь на дому. Но здесь нужно понимать, где будет базироваться у нас эта служба конкретно, да, и насколько будет нуждающийся человек близко или далеко. То, в принципе, я понимаю, да, как это делается, и есть опыт, примеры. Действительно, можно попробовать организовать такую помощь с посещением там, каждый день, или, может быть, даже там 2 раза в день. Такие варианты, ну, такие прецеденты есть. Вот. Или там, может быть, там реже будет достаточно. Или организовать ему сопровождение утром, допустим, на дневную занятость и обратно по дороге продукты купить. Ну, то есть, я думаю, что такие варианты рассматриваться должны. Люция, спасибо большое за вопрос. Это у нас общественная организация, как Вера Петровна отметила, «Солнышки Якутии». Действительно, вообще вот любой вопрос сопровождаемого проживания, да, мы должны понимать, что это стационарозамещающие технологии. И наша задача создать максимально комфортные домашние условия, чтобы предотвратить поступление ребенка, взрослого человека в психоневрологический интернат. Да?
чтобы человек жил максимально в домашних условиях под сопровождением. Речь сейчас не идет о тех гражданах с инвалидностью, которым не нужно сопровождение. Мы понимаем, что сопровождаемое проживание, да, то есть это те люди, которые нуждаются в постоянном или в периодическом сопровождении. Поэтому и так как это вопрос каждого человека, он очень индивидуальный, да, и к решению каждого вопроса нужно подходить индивидуально и решать, конечно, все поступающие вопросы максимально возможными способами. Ага, спасибо. Еще будут вопросы? Ну, дорогие гости, тогда, если у нас вопросов нету, да, мы очень хотим пожелать нашему гостю вот его, наверное, нелегкой работе, потому что, наверное, по регионам ездить и убеждать родителей и государства, и всех-всех-всех создавать воедино, это, наверное, не из легких ситуаций, да, не из легких, но все равно это очень такое благородное дело. Мы хотели бы вас в этом деле благословить и дать наше, как говорится, прямое такое вот желание, то, что действительно, что все это, то, что как мы сейчас это видим, как вы это видите, чтобы это реализовалось без каких-то вот подводных камней, чтобы возможно было это тиражировать повсеместно, практически даже под каждый населенный пункт, да? Вот поэтому мы очень рады то, что вы к нам приехали, и сегодня ждем вас на ужин. И огромное спасибо, дорогие родители, дорогие наши общественники, за вашу активность. И, конечно же, в первую очередь хочу от себя лично поздравить с наступлением осени, с началом учебного года, да, и очень рада всех видеть, и очень рада тому вашей активности. Я знаю, что главное вы сейчас что услышали, а потом обсуждать будем еще, мне кажется, еще не один раз. Так что ждем вопросы. Благотворительный фонд Харасхал Мария Рожина, очень огромное спасибо, Мария Юрьевна, за вот именно как администрировала, да, и, скорее всего, будут вопросы, если какие-то дополнительные, потом в последующем поступать. Мария Юрьевна, конечно, это наше связующее звено, и мы очень будем рады, как говорится, обсуждать это вопросы и обсуждать эту тему, вот, и поддерживать. Огромное спасибо всем. И, может, мы тогда отпустим нашего гостя, потому что у нашего гостя еще дополнительно программа еще есть, да? Спасибо огромное за теплые слова, за поддержку. Сделаем все возможное. Спасибо большое, Вера Петровна, Инна Валерьевна, дорогие родители. Надеемся, что проект, направленный на развитие технологий сопровождаемого проживания, будет у нас в республике реализован, успешно внедрен при вашем непосредственном участии. Вы наши самые близкие социальные партнеры, потому что только от вас, можно сказать, должен исходить вот заказ, да, на развитие данной технологии. Потому что кто, как не родители, знает, что нужно непосредственно их ребенку. Спасибо большое за участие, за активность и ждем ваших предложений. Спасибо. У нас мир. Мы хотели задать вопрос. Сегодня не пришло. Уже все. 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 Вот вижу. Раз, два, три. Оля, Анася.